Я, Рангаев Александр, старейшина Эрзянского народа, по поручению Совета старейшин зачитываю обращение Атянь Эзим. Александр Рангаев – активный участник Эрзянского национального движения с начала 90-х, член Совета старейшин Эрзянского народа, участник Эрзянского съезда, проведенного в сентябре прошлого года в эстонском городке Отепе. Ситуация в России все больше напоминает Германию времен Гитлера. Ненависть к другим народам кажется не просто обычной, но и привлекательной. Население искренне верит, что власть призывает к единству для общего блага. Оно не задумывается о страданиях, причиняемых другим народам, и о том, чем придется платить за больные фантазии фюрера. Россия копирует гитлеровскую Германию. Для полной аналогии не хватает кровных уз. Поэтому вместо «мы немцы, мы едины» нас, не русских, призывают кричать «я русский». Нас манят иллюзорными перспективами и ради них призывают пожертвовать своими жизнями. Империя пыталась спасти себя от развала короткой победоносной войной в Украине, но просчиталась. И теперь, не понимая, как ее закончить, продолжает преступные и неразумные действия. Россия уже забрала сотни тысяч наших жизней и продолжает убивать нас каждый день. Мы знаем, к чему это привело Германию. Гитлер не смог остановиться, и Путин не сможет. Русским предстоит пройти тем путем, по которому прошел немецкий народ, поверивший в своего безумца. Война, начатая Россией, вернется в города и села россиян. Не верите? А разве можно было в 1985 году поверить, что СССР распадется? Русские войска сравняют с землей Грозный. Русские самолеты будут бомбить Грузию. Россия пойдет войной против Украины. И украинцы будут прятаться в метро от русских ракет. Распад империи начался не вчера, а в начале прошлого века. Он неизбежен, и его невозможно отменить. Его можно только замедлить. Но затянувшаяся агония может привести к Третьей мировой войне. В демократических странах есть люди, которые выступают за сохранение России как государства. Приводят различные аргументы в пользу этого. Обращаемся к ним. Вы действительно хотите, чтобы наши народы и дальше оставались колонизированными, бесправными, находящимися на краю могилы? Разве это соответствует вашим принципам и ценностям? В самой России еще больше желающих сохранить тюрьму народов под другим красивым названием. Они рассказывают, как счастливо и богато мы будем жить в прекрасной России будущего. Уговаривают согласиться на неких условиях за создание новой России, нового союза заключенных народов с администрацией концлагеря. Не поддавайтесь этим уловкам. Наши народы много раз были обмануты Москвой. И ради наших потомков мы не должны верить никаким, даже самым заманчивым обещаниям. Очередной русский эксперимент положит конец существованию многих из нас. Поэтому наше спасение в ускорении процесса распада и создания своих государств на своих исторических землях. Для этого нам не нужно ничьих разрешений. Мы руководствуем презумпцией субъектности – это наши земли. Чтобы выжить, нам нужно объединяться. Ищите единомышленников среди своих родных, близких, знакомых, коллег, соседей, односельчан. Ищите их в соседних селах, районах, городах, республиках, среди других народов. Объединяйтесь, не давайте отправлять своих родных на смерть за интересы умирающей России. Мы имеем право защищать свои жизни любыми доступными нам способами. Москва веками пыталась нас рассорить, разжигала вражду между нашими народами. Эрзянам, татарам, макшанам и другим народам нужно выступить единым фронтом. Это необходимое условие нашего выживания. Если не договоримся, Москва в очередной раз спляшет на наших могилах. Обращаемся и так называемым русским. Развалом России, без России не будет русских, потому что русский – это не этническая идентичность,
Время вспомнить, кто вы и откуда, кто были ваши предки. Возвращайтесь в лоно своих народов уже сейчас. Скоро будет стыдно быть русским. Вам нет смысла отвечать за бесчисленные преступления русской власти и армии, если вы не соучастник их преступлений. Есть еще одна причина для объединения. Власть отправила на фронт десятки, сотни тысяч преступников, вооружила их, внушила чувство безнаказанности, но не изменила их сущности и еще больше развила их наклонности. Часть из них вернется домой организованными и с оружием, чтобы грабить и убивать. И этот момент близок. Пауки в московской банке уже начали есть друг друга. Готовьтесь защищать свои дома и семьи. Создавайте группы защиты и обороны своих домов, улиц, сел, районов. Готовьте оружие, технику, средства связи и запасы продовольствия. Избирайте старших домов, сел, районов. Готовьтесь заменить власть воров и преступников на свою народную власть. События в Белгородской области показали, что ставленники Москвы не просто слабы, они уже парализованы страхом. Мы должны быть готовы к тому, чтобы выступить одновременно во всех республиках. В таком случае у Москвы нет будет шансов. Для этого нужно объединить усилия наших национально-освободительных движений. Нам нужна организация для координации наших действий. Такая организация есть. Совет старейшин Эрзянского народа выражает свое доверие Лиге свободных наций и призывает сплотиться вокруг нее. Уважаемые чуваши, удмурты, мари и другие народы, не представленные в Лиге, организуйтесь, избирайте национальные представительские органы и связывайтесь с Лигой. Противостоять стремлениям хороших русских построить новую тюрьму народов мы можем только вместе. Атямезем, 11 июня 2023 года.